Сразу два турнира по единоборствам провели в столице Коми. И хотя кикбоксинг и грэпплинг, тактическая борьба не олимпийские виды спорта, их развитие в регионе набирает обороты. Виктория Палкина побывала на обеих площадках. Десятки весовых категорий. Организаторы и подумать не могли, что первый официальный турнир сезона соберет больше сотни спортсменов. Приехали практически все команды городов, за исключением Усинска. Сильный состав традиционно у Вуктыла, и предварительные результаты говорят о многом. По словам тренера Игоря Трембачевского, его воспитанники однозначно попадут в костяк республиканской сборной. Пока у меня еще, в общем-то, не все прошли до финала, но вот из 13 участников уже 6 первых мест, наверное, о чем-то говорит. Игорь Демченко сам из Жешерта. Под руководством сыктывкарского наставника тренируется с сентября, но по технике нисколько не уступает сопернику. И если первый раунд остался за гостем из Вуктыла, то в финале этого боя Демченко был увереннее и точнее в ударах. Опыт приходит со временем, когда начинаешь спарринговать. Каждый соперник по-своему силен, под каждого приходится искать какие-то свои специфические моменты, отрабатывать. Вот. Поэтому всех соперников уважаю. Всем спасибо. Кикбоксинг – стартовая площадка для многих, кто позже приходит в смешанные единоборства. На этот раз столичный клуб «Север» стал организатором турнира по тактической борьбе. Грэпплинг – относительно безопасный вид спорта, поэтому на ковре не только мужчины. Свой комплект наград девушки разыграли по круговой системе. Представители сильного пола работали по олимпийской. Правила максимально упрощены, максимально понятны, поэтому никаких споров практически не возникает. Основная ориентация – это нацеленность на досрочное завершение схватки. Поэтому тот, кто закончил досрочно, соответственно, победил. По баллам это уже крайняя ситуация. Поэтому все просто, и судьи, в общем-то, просто следят за порядком на ковре. Используя приемы болевые и удушающие, спортсмены заканчивали схватки досрочно. Основные конкуренты сыктывкарцев – гости из Ухты. Финальные схватки шли с переменным успехом. Ребята показывают очень хороший уровень. Мы, на самом деле, приятно удивлены. То есть от турнира к турниру уровень технической подготовки и волевой настрой у ребят только улучшается и растет. Обошлось на турнире без серьезных травм и дисквалификаций. Уже в конце октября у наших спортсменов состоится профессиональный дебют. В Москве стартует международный турнир «Овертайм». Республику представят борцы из Сыктывкара и Ухты. У тренеров большие надежды, пусть на столь скромный коллектив. Виктория Палкина, Игорь Данилов, телеканал Юрган, Сыктывкар.